рады вместе сидеть. Так, телефоны все выключите, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня такое важное мероприятие. Я прошу телефон, пожалуйста, выключить, нам никто не мешал. Важное мероприятие. Накануне, говорю накануне, потому что все-таки по бюджетным правилам мы сейчас входим финансово в наши все программы переселения. Поэтому нам сейчас очень важно скоординировать между собой всю эту работу. Я имею в виду выполнение, во-первых, программ по переселению из ветхого аварийного жилья. Она самая масштабная, как вы понимаете, за все время. И это первый год наш, когда она открывается. Очень важно сразу настроить работу так, чтобы она была максимально четкой. Но самое главное, чтобы мы не оттягивали какие-то процессы на последующие годы. Начинать ее нужно немедленно. И сейчас расскажу о тех направлениях основных, которые нам необходимо сейчас осветить. Та проблематика, которая, если есть, нужно сейчас ее тоже обсудить, для того, чтобы у нас эта работа прошла очень гладко и началась она немедленно в 2019 году, не оттягивая на последующие периоды. Это первая часть. И вторая часть – это программа по вводу жилья. Как вы знаете, у нас принят план на 5 лет. Это национальный проект. В рамках этого национального проекта нам поставлены очень большие планы, объемы. Задачи у нас фактически к 2026 году, по сути, удвоить вводимый объем жилья ежегодно. Поэтому эту задачу нам нужно тоже с вами сейчас очень качественно и правильно скоординировать для того, чтобы ее решить в срок. И все периоды, которые входят в этот план до 2024 года, тоже отрабатывать. То есть каждый год у нас должны эти выполнения идти, несмотря на то, что, конечно, в рамках 214 ФЗ у нас много нововведений, которые, мягко говоря, пока осложняют работу. Но, конечно, имеют позитивные моменты в части недопущения появления новых обманутых точек. В связи с этим я хотел бы сказать о тому, что 214 ФЗ уже принят. У нас летом этого года с 1 июля вступают в действие его положения в части обязательного использования эскроу-счетов для строительства жилья для граждан в рамках договоров долевого участия. По сути, это означает то, что строительство будет вестись на, во-первых, на собственные средства застройщиков, а во-вторых, на заемные средства. Поэтому, конечно, нам надо строительный комплекс республики, участников строительного рынка максимально качественно и всесторонне подготовить к такому формату работы. Мы готовы фактически 24 часа в сутки на первоначальных этапах работать вместе с вами для того, чтобы такие условия были созданы. Нам очень важно, чтобы именно в первом квартале все проблемы были обозначены и пути решения, планы были настроены так, чтобы дальше работа шла уже гладко. Конечно, мы понимаем, что изменения в законодательстве оставляют возможность достроить объекты по прежнему порядку с финансированием через договора участия без использования эскроу-счетов. Для этого в Минстрое России предложено следующее мероприятие. Нам необходимо оценить объекты по двум критериям. Это объем заключенных договоров долевого участия и это степень готовности объектов. По информации Минстроя предполагается, что количество заключенных договоров участия в долевом строительстве должно составить не менее 10%, а готовность объекта должна составлять не менее 30%. Поэтому, потому что при такой готовности
и таких вложениях средств есть высокая доля вероятности, что строительство объекта будет завершено и, что называется, грузить подрядчика, застройщика дополнительными требованиями по иску счетов здесь, наверное, считают излишним. Вот. Но, еще раз прошу, уважаемые коллеги, нам необходимо составить реестр таких объектов, понять каждый объект в деньгах, в средствах вложено, сколько весит в процентном отношении и какова его строительная готовность. Это очень важно для того, чтобы оценить те направления, где мы должны приложить усилия для того, чтобы в последующем застройщикам помогать брать кредитные ресурсы, помогать брать средства для выполнения своих планов и объектов. На сегодняшний день нам нужно определить, сколько объектов у нас не могут завершить строительство по старой схеме. Это тоже очень важно. А также те объекты, которые не смогут те застройщики, которые по финансовым причинам не смогут получить средства банков или других кредитных учреждений, институтов развития на свою деятельность. Вот с такими застройщиками нам надо будет отрабатывать в ручном режиме, то есть помогать коллегам каким-то образом, несмотря на несоответствие в моменте каким-то требованиям банков, в то же время иметь возможность получить финансирование на, во-первых, на достройку, и, во-вторых, чтобы эти застройщики продолжали дальше свою деятельность и осуществляли новые планы по строительству, поскольку, как я уже сказал в начале встречи, что у нас планы грандиозные по вводу квадратных метров, и выполнить их, скажем, в прежнем формате будет очень сложно. Нам надо задействовать все мощности производственные, строительные, которые у нас есть. Нам нужно задействовать всех застройщиков, поэтому сложное положение у любого из застройщиков будет сказываться на вводе квадратных метров. Мы не хотим потерять ни одного участника рынка. То есть наша задача поддержать весь стройкомплекс, несмотря на нововведения. Также скажу, что в целях помощи застройщикам, естественно, федеральные власти активизируют работу институтов развития, в частности, Дом РФ, бывший АИЖК, создал банк, так и называется, банк Дом РФ, который, по сути, будет специализироваться на решении вот этих вот проблем переходного периода с 214 ФЗ. В частности, будут проводиться экспресс-анализы застройщика на возможность получения кредитования. Если мы, обращаясь в банк, понимаем, что от 40 до 60 дней они только рассматривают нашу заявку, то банк Дом РФ рассматривает гарантированно в течение 2 недель заявки застройщика на получение финансирования по строительству объекта. Ну и, собственно говоря, в причине отказа, если будет отказ, то они предоставляют исчерпывающий перечень оснований для отказа, что позволяет проанализировать его и посмотреть, насколько те или иные параметры могут быть скорректированы, улучшены для того, чтобы застройщик в последующем еще раз обратился и получил финансирование. Ну и, конечно, очень важно, что здесь не имеет значения, есть ли у вас филиал Дома РФ или нет. Заявки оформляются в электронном виде через интернет-портал, через личный кабинет. Поэтому, на мой взгляд, я посмотрел, как это работает, на мой взгляд, достаточно удобный интерфейс. Я думаю, что проблем здесь быть не должно. Во всяком случае, это уже хоть какой-то механизм оперативного финансового реагирования на эту ситуацию. Дальше, я думаю, подробно нам осветит переходы на новые форматы работы по долевому строительству Наталья Гавриловна Часовская. По второму вопросу хотел бы кратко сказать, что всем известно, что программа 01.01.2012 до 01.01.2017, новая программа переселения по площади более 1 миллиона квадратных метров сейчас у нас по республике. Это больше 60 тысяч граждан, огромная по финансам, она 61,5 миллиардов сегодня. Я не исключаю, что она даже будет увеличена несколько, поскольку некоторые дома туда не вошли. И стоимость строительства в некоторых районах мы также попросили скорректировать в большую сторону для того, чтобы быть
дать более комфортные условия застройщикам для реализации проектов строительства в сложных условиях. Следует отметить, что у нас изменения в части применения новых механизмов переселения граждан ожидаются в этом году, потому что новый закон будет летом принят. И мы не думаем, что там будут какие-то существенные изменения, но вот ходит разная информация о том, что там будут какие-то механизмы как формирование разницы между оценочной цены и ценой застройки. Ну, естественно, отсюда вытекают наши заявки на, если такое будет, если нужно будет доплачивать жителям, то должны быть механизмы субсидирования для того, чтобы жители с низким уровнем достатка могли бы эту процедуру проходить бесплатно за счет субсидий. То есть вот эти все моменты, это очень важно. Мы, конечно, за этим очень сильно это все контролируем и, безусловно, вам расскажем о том, как идет работа. Как вы все знаете, у нас создана специальная структура, это ГКУ, дирекция жилищного строительства Республики Саха-Якутия. Вот здесь находится директор Ткаченко Игорь Васильевич. Он по всем вопросам, которые касаются программы переселения, начиная от глав и наших коллег в поселениях, в районах и заканчивая застройщиками, участниками рынка, все консультации, все вопросы, которые возникают даже не только, скажем, по реализации программы, но какие-то вопросы подготовительного характера, эта структура будет отвечать, взаимодействовать, координировать и помогать выстроить работу на местах, потому что, уважаемые коллеги, конечно, несмотря на то, что эта программа в этом году с нового этапа она централизована в отношении средств, но тем не менее огромная роль остается, я бы сказал, даже решающая, остается на поселениях, на муниципалитетах, которые реализуют эту программу со своими жителями. Ну, здесь более подробно Новикова Галина Геннадьевна вам обозначит основные направления и обратную связь получит по интересующим направлениям. В частности, нам необходимо понимать, в какой степени готовности у нас сейчас региональная адресная программа, получили ли мы от всех районов необходимые сведения, саму эту программу, потому что 1 марта у нас открывается доступ в систему, мы 1 марта должны будем эту программу, а это 1 марта завтра, уважаемые коллеги, поэтому очень не хотелось бы, если выяснится, что кто-то не предоставил информацию или не полную информацию предоставил, это вы, по сути, задерживаете всех остальных, поскольку мы не сможем тогда загрузить программу республиканскую. Для нас это, как вы понимаете, время и деньги в прямом смысле слова. Наталья Гавриловна, тогда вам слово. Спасибо. Уважаемые главные инспекторы образования, уважаемые застройщики, 25 декабря 2018 года были внесены кардинальные изменения в 214 федеральный закон о долевом строительстве. Главное изменение – все застройщики, осуществляющие строительство объектов с привлечением денежных средств участников долевого строительства, обязаны с 1 июля 2019 года перейти на банковское проектирование с использованием escrow счетов. При применении данного механизма финансирование строительства объекта обеспечивается банковским кредитованием. Денежные средства участников долевого строительства, направленные на погашение обязательств по договорам долевого участия, должны аккумулироваться на счетах escrow, открытых в уполномоченных банках. Застройщик сможет воспользоваться ими только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Таким образом, основная цель законодательных нововведений – это защита денежных средств участников долевого строительства. Например, в случае банкротства застройщика средства участников сохранены, застройщик их не потратил. Либо в случае банкротства банка возврат вложенных средств участников долевого строительства обеспечивается банковским страхованием, так как счета escrow приравнены к банковским вкладам. Необходимо понимать, что меры законодательного характера в сфере долевого строительства, принимаемые в последнее время, направлены прежде всего на сведение к нулю риска появления обманутых участников долевого строительства. Ранее законодательство долевого строительства предусматривало право для застройщиков, получивших разрешение на строительство до 1 июля 2018 года, достраивать объекты по старым правилам, без перехода на счета escrow.
Согласно же внесенным изменениям, все объекты, независимо от даты получения разрешения на строительство, обязаны с 1 июля 2019 года перейти на счет ИСКРО. Исключения будут только в отношении объектов высокой степени готовности. В настоящее время, согласно проекту постановления правительства Российской Федерации, установлены следующие критерии. Первый критерий. Степень готовности объекта строительства должна составлять не менее 30%. Второй критерий. Количество заключенных договоров долевого участия в строительстве должно составлять не менее 10% от общего количества жилых помещений или 15% жилых и нежилых помещений, в отношении которых могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве. В настоящее время на территории республики ведется строительство 64 объектов с привлечением денежных средств граждан. Общая площадь жилых помещений таких объектов 510 651 квадратный метр. Из них 22 объекта имеют низкую строительную готовность. На объектах выполнена подготовка территории, либо установлены сваи. Общая площадь жилых помещений в таких объектах 178 284 квадратных метров. Кроме того, по 17 объектам начато строительство. Но по этим объектам еще не получено положительное заключение о соответствии с застройщиком его проектной декларации требованиям 214 федерального закона, дающего право на привлечение средств участников долевого строительства. Таким образом, с 1 июля 2019 года застройщики могут осуществлять строительство объектов с привлечением денежных средств участников долевого строительства за счет целевого кредита, предоставленного уполномоченным банком. А уполномоченный банк – это банк, созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации и включенный Банком России в перечень банков, соответствующих критериям. Банк России ежемесячно размещает указанный перечень банков на своем официальном сайте в сети интернет. По состоянию на 1 января 2019 года количество уполномоченных банков на территории Российской Федерации составляет 62, из них 11 банков имеют филиалы в нашей республике. Но при этом готовы на сегодня работать по проектному финансированию на территории республики только 3 банка. Банк Газпромбанк, Банк ВТБ и ПАО Сбербанк. Основным условием для получения целевого кредита является наличие собственных средств в размере 15% от планируемой стоимости строительства объекта недвижимости, указанной в проектной декларации. Средневзвешенная процентная ставка зависит от размера средств на счетах ИСКРО. Обеспечением по кредиту будет являться залог имущественных прав на незавершенный объект строительства и земельный участок. Каждый проект кредитования рассматривается уполномоченным банком с учетом их особенностей и на взаимовыгодном сотрудничестве. Банковский контроль будет осуществляться в полном объеме, в том числе оценка самой проектной документации, бизнес-проекта, контроль за целевым использованием кредитных средств, контроль за строительно-монтажными работами с выходом на объекты строительства. Второй вариант – с использованием целевого кредита, предоставленного банком Дом РФ. Единственным учредителем данного банка является акционерное общество Дом РФ, который создан правительством Российской Федерации. Основными видами является банк Дом РФ, единая информационная система жилищного строительства, фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Преимуществом продукта банка Дом РФ является в качестве собственных средств банк Дом РФ ставит условием только земельный участок. И застройщику достаточно иметь оплаченный земельный участок. Срок принятия решения 20 рабочих дней вместо традиционных 40-60 дней для такого продукта. Конструктор-клиент позволяет управлять условиями кредита. Застройщик может сам управлять стоимостью финансирования, варьируя ряд ключевых параметров. Цифровое взаимодействие застройщика с банком. Вместо привычной передачи документов в банках будет достаточно загрузить их на страницу в интернете и получить индикативные условия кредитования. Заявку на получение кредита можно оформить через сайт. Процентная ставка также снижается в зависимости от готовности объекта и наполнения ИСКРО счетов средствами дольщиков. Также возможна капитализация процентов до момента раскрытия счета ИСКРО. Основные требования банка Дом РФ к застройщику. Отсутствие нового вида деятельности. Данный пункт противоречит, но это мы еще выясним с Министерством строительства Российской Федерации, поскольку противоречит законодательству о долевом строительстве, при использовании счетов ИСКРО допускается иной вид деятельности. Достаточный опыт не менее 3 лет, в течение которых построено более 10 тысяч квадратных метров, при этом за 5 лет реализовано не менее 2 аналогичных проектов с нуля. Наличие оформленных земельных отношений на срок реализации проекта, отсутствие обязательств по кредитам, судам, поручительствам, кроме целевых займов.
Иные обязательства, не связанные с основной деятельностью застройщика, не должны превышать 1% от проектной стоимости строительства. Имущество застройщика не используется для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также для обеспечения исполнения собственных обязательств застройщика. Также положительная репутация, отсутствие налоговых недоимок и существенных исков. На сегодня 7 застройщиков уже направили заявки и в уполномоченные банки, и в банк Дом РФ. На сегодня ждем решения кредитных организаций. Таким образом, в случае применения механизма долевого строительства при реализации новой программы переселения необходимо учитывать все вышеуказанные изменения, а также требования, которые предъявляются к застройщикам. Не каждая строительная организация может быть застройщиком, который осуществляет строительство с привлечением денежных средств участников строительства, будь то это физическое лицо, либо юридическое. Данные застройщики должны соответствовать определенным требованиям. Так, в соответствии с федеральным законом о долевом строительстве, обязательным требованием к застройщику являются опыт не менее 3 лет участия в строительстве многоквартирных домов общей площадью не менее 5000 квадратных метров, наличие земельного участка на праве собственности, аренды или субаренды, разрешение на строительство, а также заключение контролирующего органа о соответствии застройщика и о проектной декларации требованиям 214 федерального закона. Данное требование было введено с 1 января 2017 года. Заключение выдается органом контроля в сфере долевого строительства, коим на территории республики является Управление государственного строительного и жилищного надзора. Требования к застройщику для получения заключения о соответствии застройщика и его проектной декларации следующие. Наличие проектной документации в полном объеме и положительное заключение экспертизы проектной документации. Отсутствие процедуры ликвидации юридического лица застройщика. Отсутствие решения арбитражного суда и введение одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве. В отношении юридического лица застройщика отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Отсутствие в реестре недобросовестных участников в аукционах по продаже земельного участка. А также предъявляются определенные требования к руководителю и главному бухгалтеру застройщика. Пользуясь моментом, что здесь у нас присутствует глава муниципальных образований, хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. С внесением изменений в статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 1 января 2016 года проектная документация малоэтажных объектов жилья с количеством этажей не более чем 3, в случае, если строительство осуществляется за счет привлечения средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в обязательном порядке подлежит государственной экспертизе и, соответственно, в отношении строительства данных объектов осуществляется государственный строительный надзор. Кроме того, статьей 23 Закона об градостроительной политике Республики Саха-Якутия установлено, что проектная документация объектов здравоохранения, образования, торговли, культуры и спорта с количеством этажей не менее чем 2, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, подлежит также государственной экспертизе и, соответственно, в отношении них осуществляется государственный строительный надзор. В 2019 году по линии добрых дел планируется построить 82 объекта в 22 муниципальных образованиях. Из них 18 объектов образования, 16 объектов культуры, 7 объектов спорта, 13 многофункциональных центров и 28 жилых домов для молодых специалистов. Градостроительным законодательством установлено, что застройщик, а в данном случае застройщиком являетесь вы, муниципальное образование, обязаны известить орган государственного строительного надзора не позднее 7 рабочих дней до начала строительства. На сегодня уже зафиксированы факты неизвещения или позднего извещения о начале строительства таких объектов. Хочется вам напомнить, что такие нарушения не только влияют на качество работ, да, то есть не только влечет административную ответственность, но и влияет на качество работ. Почему? Потому что на таких объектах, как обычно, не осуществляется ни строительный контроль со стороны заказчика, ни со стороны подрядчика, не ведется ни исполнительная документация, не проверяется качество выполняемых работ. И что, в свою очередь, потом повлечет дополнительные финансовые средства на устранение выявленных недостатков. И, соответственно, это отразится на освоении бюджетных средств. Все, спасибо. Да, спасибо. По второму вопросу попрошу озвучить доклад Новиковой Галины. Всем добрый день. Мы с вами уже неоднократно
проговаривали и сроки, и те объемы, которые вам необходимо будет реализовать в течение данной программы. Хочу еще раз сказать о том, что в программу у нас попадают, должны быть включены все жилые дома, которые были признаны аварийными по состоянию с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, потому что почему-то еще до сих пор возникают вопросы все-таки, какие объекты. Все объекты. Вопрос только в другом. Когда, в какой очередности они будут расселяться. Расселяются все жилые дома в соответствии с датой постановки и включения в реестр. Но есть другие вопросы, то, что на сегодняшний день не все муниципальные образования хорошо пока подготовились к этой программе, потому что мы с вами практически весь прошлый год говорили о том, что нужно подготовить земельные участки, подготовить градостроительную документацию, внести необходимые изменения в градостроительную документацию, либо в генеральный план, либо в правила землепользования, потому что в любом случае все проекты, которые у вас разрабатываются, они должны соответствовать нормативам, должна быть обязательно государственная экспертиза. И в том случае, если эти проекты применяются повторно на других земельных участках, значит, эти проекты должны быть включены в реестры проектов повторного применения. Эту работу сейчас вы уже будете проводить совместно с управлением архитектуры и градостроительства или от Министерства строительства точно так же документация может быть направлена. Ну, вы знаете, есть определенная процедура, заполняется заявка в электронном виде, и, соответственно, данная проектная документация, она включается в реестр. Что у нас фактически сегодня получилось? У нас во всех муниципальных образованиях 34 района и больше 200 муниципальных образований, где у нас есть ветхий аварийный жилой фонд. Соответственно, если по сравнению с прошлой программой у нас было всего 42 муниципальных образований, мы видим, какой больший охват эта программа на сегодняшний день у нас приобретает. Мы далее работали с вами не только в части формирования земельных участков, но и в части того, что необходимо было провести уже работу с потенциальными застройщиками, которые планируют принимать участие. На сегодняшний день из той информации, которую мы получили, к сожалению, не в полном объеме еще заключено соглашение. Вот, предположим, из 30 соглашений, про которые мы с вами говорили, некое разграничение наших с вами полномочий, кто на каком этапе готовит какую информацию, за что отвечает район, что необходимо сделать муниципальному образованию для того, чтобы своевременно эта программа была начата, для того, чтобы своевременно пошло финансирование. Данная программа, она финансируется у нас в рамках национального проекта, и те параметры, которые там определены были, мы уже до вас доводили. Всего только 3 соглашения поступили нам на согласование, это Нюрнбергский, Ленский и Усть-Алданский районы. Несколько районов, которые не подписали со своей стороны соглашение, это Верхневилюйский, Верхнеколымский, Медино-Кангаласский, Мирнинский, Аникомский, Алепнинский, Среднеколымский, Сунтарский, Елена-Батантайский и город Якутск соглашение со своей стороны не подписали. Далее не предоставлена информация о сведении о средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке. В том случае, если на территории муниципального образования не предусмотрено приобретение жилых помещений, соответственно, на вторичном рынке необходимо уведомить письменно дирекцию. Тогда этот вопрос он будет снят. Сведения о средней рыночной стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья не предоставлены следующими муниципальными образованиями. Это Алданский, Амгинский, Верхоянский, Вилюйский, Кобяйский, Медино-Кангаласский, Нюрнбергский и Нюрнбергские районы. Далее, в целом по подготовке хочу отметить, что вы все знаете, какие объемы аварийного жилья у вас на территории муниципального образования имеются, но когда вот эта информация сводная уже поступила в дирекцию, мы стали смотреть, к сожалению, стало видно, что подготовка этих земельных участков, она очень слабая. Не все земельные участки на сегодняшний день, они сформированы или поставлены на кадастровый учет, нет четкого понимания, когда дальнейшая эта работа будет проводиться, нет информации по технологическому присоединению, каким способом будут решаться вопросы по техпрессу, по присоединению объектов, которые вы планируете к строительству. И те объемы, которые вы нам показываете, то есть достаточно очень маленькие, то есть исходя из ваших
объемов, которые вам нужно ликвидировать. На сегодняшний день готовность земельных участков, еще раз хочу сказать, очень-очень низкая. Поэтому здесь нам работу, вернее, вам нужно ускорить, и в связи с этим мы на обратную связь вызвали муниципальное образование, от которых хотелось бы очень, скажем так, четко понять, каким образом вы проводите эту работу. Город Якутск, Верхневилюйский район, Мирнинский, Вилюйский, Намский, Кобяйский, Нерюнгринский, Среднеколымский, Сунтарский, Катинский, Хангаласский, Алданский, Ленский, Ординский, Горный район. Пожалуйста, город Якутск. Город Якутск. Коллеги, из города Якутска, кто у нас? Пожалуйста. По земельному участку. Вопрос именно по земельному участку, да? У нас на территории города Якутска очень много застройщиков, которые осуществляют строительство жилых домов. Но на сегодняшний день нет понимания вообще, какие застройщики планируют принять участие, какие квадратные метры, какие площади вы планируете регулировать, какую площадь вы планируете приобрести именно в этом году и в последующие годы. То есть, согласно методических рекомендаций, я думаю, что вы знакомы с ними по разработке региональных муниципальных программ. У нас четко должны быть показатели 19, 20, 21 год по строительству, либо по приобретению квартир на вторичном рынке, либо по выплате компенсации. Да, мы запросы отправили по застройщикам, нам ответы пришли, потом письменно мы подготовили и соглашение, и программу мы на согласование отправили ведомству, просто у нас там согласовывают это еще на стадии согласования находится, но в ближайшее время оно к вам поступит, эта информация. Как бы проблемы по квартирам у нас нету, застройщики откликнулись и написали, кто какие квартиры предоставит, ну, может реализовать по цене. Да, сейчас на согласовании находится, но и в ближайшее время направим. Коллеги, а если у вас проблемы нет, почему у вас до сих пор программа находится на согласовании? В чем тогда проблема с программой? Программа формировалась у нас. Так. Мы как ее сформировали, отправили на согласование. Вы нам ее не направили, во-первых, а во-вторых, у нас соглашение с муниципальным образованием вообще не подписано. Соглашение тоже мы подготовили с департаментом личных отношений, отправили на согласование по департаменту. Согласуют, в ближайшее время отправят. Коллеги, у нас же есть сроки согласования. Понимаете, что если у нас будет город Якутск задерживать с подачей программы республиканской, то это будет совсем странно выглядеть, по крайней мере. Хорошо. А где у нас Владимир Юрьевич Федоров, заявлен у нас как участник ВКС? Где он? Сегодня у нас единый приемный день граждан по округам, сам с промышленного округа, и он на Октябрьском округе граждан принимает. Сейчас. Вы тогда передадим? Да. Хорошо. Все-таки нам представить до завтрашнего дня программу. Нам это необходимо для того, чтобы всех остальных коллег в муниципалитетах, особенно тех, которые уже представили программу, чтобы мы их не подвели. Спасибо. Так, дальше Верхневилюйский, пожалуйста, район. Добрый день, уважаемые участники совещания. На сегодняшний день, 2019 года мы планируем приобрести 6 квартир на вторичном и первичном рынке. По этапу 2020 года мы планируем расселить 7903,25 тысяч квадратных метров. По этапу 2021 года мы планируем расселить 7721,3 квадратных метра. По этапу 2022 года 5170,52 квадратных. Ну, вот сразу вопрос. Вы сейчас... Муниципальную программу в течение 2 дней отправим. Соглашение тоже с ним отправим. Вот смотрите, вы сейчас четко озвучили квадратные метры, которые вы планируете. В то же время не предоставлена информация, на каких земельных участках вы планируете это сделать. И слышно вас. Так слышно?
Слышно или не слышно? Отсутствует, до сих пор отсутствует информация, на каких площадках, на каких земельных участках вы планируете. Не слышно? Давайте следующий тогда, да, потом вернемся. Хорошо. Давайте тогда Мирнинский район. Добрый день. Добрый день. В Киевском районе у нас 6 населения участвуют, по этапу 19 года у нас нет планирования строительства, начнется у нас с этапа контактного. Это город Мирный, поселок Алмазный. Но земельные участки Мирного, в принципе, готов. А осенью, я думаю, они соберутся и объявят уже торги на определение застройщика. Поселок Алмазный еще только начинает формировать документацию. Подскажите, если они у вас готовы, почему вы вовсе не только собираетесь их реализовывать? Земельные участки. Потому что этап у нас главный, если наше строительство 19 года, а полтора года у нас настроится. Наше мнение, если у вас есть готовность уже к территориям или земельные участки сформированы, то нужно их реализацию начинать как можно скорее, потому что кроме начала строительства, еще любому застройщику, который будет принимать участие, необходимо осуществить привязку проекта, пройти экспертизу и так далее. На это уходит, к сожалению, достаточно большое время. У меня все цифры с вопросом, не у меня, а у всех нас. У нас, чтобы начать строительство, должен справиться с экспертизой. Но застройщик, я думаю, тоже не успеет вовремя это сделать, то есть начать там, допустим, с 1 января одного года и закончить его 31 декабря другого года. У нас население готово взять на себя, в частности, Мирный, ответственность за производство. Но затраты, что нам будут размещены? Затраты какие? Ну, то есть на проект, на изыскание проекта. Даже город готов сделать проект сам. Программа не предусматривает возмещение затрат на проектные работы. Средства предусмотрены исключительно только на приобретение жилых помещений. Соответственно, в стоимость квадратного метра, который утверждается, входят все затраты, которые несутся застройщиком и на разработку проектной документации, и на технологическое присоединение, на подготовку площадки и так далее. Размещение муниципального образования за разработанную проектно-сметную документацию программа не предусматривает. Точно так же программа не предусматривает, задает тоже вопросы по сносу ветхих жилых домов. Ну, наверное, Что понятно. Вы программу свою когда запланировали к утверждению? Ну, на согласование у нас. Ну, сколько времени вам требуется? Потому что речь шла о том, что вы программу будете предоставлять 27 числа. У вас готово? Да, программа готова, и нам проходит согласование у нас здесь на Коллеги, но срок у нас был, все-таки напоминаю, 1 марта как финишный, мы 1 марта должны подавать уже республиканскую, но процедуру-то согласовательная у себя в районе-то заранее можно было, наверное, начать. У нас не было всех исходных данных для этого. Они вот только стали поступать регулярно, более-менее, из строя, из стройки дирекции. Ну, давайте вы все-таки завтра тоже усилия приложите, поторопите коллег. Я знаю, что любой документ можно очень долго согласовывать, и при желании это сделать за один день. Пожалуйста, у нас все-таки 1 марта это абсолютный срок для всех. К сожалению, двигать его на следующей неделе нет возможности. Так, пожалуйста, дальше Вилюйский район. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно? Да? Я скажу.
Глава Мусоринаков. Добрый день. День добрый. Уважаемые участники сегодняшнего совещания, муниципальная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы муниципального района Белгородский район разработана и представлена Минстрой нашей республики. В данной программе будут участвовать всего 18 муниципальных образований, в том числе один город, это город Вилюйск, и один поселок. Это поселок Казалцев. Планируется переселить 153 аварийных многоквартирных жилых дома, признаны после 1 января 2013 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 38 581 квадратный метр. Площадь жилых помещений 36 663 квадратных метра. В том числе площадь жилых помещений, подлежащих переселению, 36 663 квадратных метра. Прогноз общего объема финансирования 4 миллиарда 9 миллионов рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 3 миллиарда 969 миллионов, за счет средств государственного бюджета Республики Сахалин 40 миллионов 97 тысяч. Заявка на 2019 год, на этот год у нас завершается, значит, разработка. Способом реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 год будет выкуп жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию. Это в городе Вилюйск 11 квартир с приобретаемой общей площадью 472,63 квадратных метра и общим количеством граждан 39. Всего будет переселено 4 аварийных многоквартирных дома с общей аварийной площадью 415 квадратных метров. Сумма заявки составляет 35 миллионов 763 тысячи рублей. Согласно расчету Министерства экономического развития Российской Федерации на 2019 год по Вилюйскому району стоимость каменного строительства за 1 квадратный метр составляет 78 486 рублей. Стоимость ЛСТК за 1 квадратный метр составляет 65 189 рублей. Стоимость деревянного строительства за 1 квадратный метр составляет 57 715 рублей. В 2019 году, согласно опросу граждан, выкуп на вторичном рынке не предусмотрен. А также действующих договоров по развитию застроенной территории в Вилюйском районе имеются. По наличии предоставления документации муниципальных образований муниципального района, документы полностью готовы, только муниципальное образование город Вилюйск с новым кварталом улица Бубякина с общей площадью 35 тысяч квадратных метров, муниципальное образование поселок Казалцев по адресу улица Мичурина 23, улица Ленина 14 с утвержденными генеральными планами, проектами планировки территории, проектами межевания территории с наличием кадастровых номеров на земельных участках. У меня было все. Спасибо. Спасибо. Ну, здесь у нас действительно готовность достаточно высокая. Был небольшой вопрос по технологическому присоединению, да, у нас отработали смог теплоэнергии, тоже был снят. Почему я сказала, что у нас кроме того, чтобы сформировать земельные участки, нужно еще понимание, потребуются ли дальнейшие какие-то реконструкции сетей или там строительство каких-то новых объектов инженерных. Ну, если в целом сказать, мы практически очень готовы. Хорошо, спасибо. Так, Намский район, пожалуйста. Добрый день. Утверждена направленная строя национальная программа аварийными 96 многоквартирных домов общей жилой площади 29 и более 15 тысяч метров. Так, подали заявление на этап 19 года на предоставление доплат размещения на экономику жилое помещение 412 квартир. Так, на нынешнюю программу переселения планируется строительство 16 поселений. На сегодняшний день сформированы земельные участки по строительству 12 поселений. Проведено 5 аукционов на аренду земельного участка, размещено 2 аукциона. На этапе 2019 года планируется строительство 5 многоквартирных домов. Общая площадь, которых составляет 7720 квадратных метров. Итого на этап 2019 года предварительно заявлено население 555 жильцов из 162 квартир, полностью 16 многоквартирных домов. Ну, вот с учетом той информации,
которые вы сейчас озвучили, вам необходимо с дирекцией отработать свои показатели, потому что изначально вы заявлялись на очень большую площадь, это 456 помещений и 21 тысяча квадратных метров. Хотя фактически земельные участки еще никому не предоставлены, только планируется проведение аукционов, февраль не закончился, получается март месяц. Поэтому вот с учетом тех данных, то, что вы говорите... года хотели по шарату и все. Хорошо. Ну, отработаем, Хорошо. Нет. Так, дальше. Кобейский УЛУС, пожалуйста. Добрый день, участники совещания. По Кобейскому УЛУСу на сегодня сформировано 5 земельных участков. На первом этапе в 2019 году планируется выплата компенсации 22 собственникам жилых помещений, это 59 граждан, а общая площадь 954 квадратных метра. Также на первом этапе с 2019 года планируется начало строительства 74 жилых помещений на 157 граждан, общая площадь 2849 квадратных метров. Да, общая сумма 205 миллионов 643 тысячи. На сегодня у нас в Кобейском районе муниципальная адресная программа на стадии завершения, на согласовании находится, также определение рыночной стоимости одного квадратного метра. Мы объявили 2 аукциона на предоставление в аренду 2 земельных участков. Ввиду у нас нарушения были в процедуре, в порядке проведения аукциона, поэтому пока приостановили и по новой должны объявить. Здесь тоже нужно с дирекцией отработать по показателям с учетом готовности ваших земельных участков. Хорошо. Все, хорошо. Дальше. Ерузлинский район, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Кирилл Евгеньевич, уважаемый Галина Геннадьевна, докладывает первый заместитель главы района Фирстов Артем Валерьевич. Что касательно сведений для региональной программы, они все были поданы своевременно про стоимость 1 метра квадратного жилья. Тоже сегодня сведения подали в адрес Минстроя, в адрес дирекции жилищного строительства. По соглашениям между Минстроем, муниципалитетами и муниципальным районом, они тоже подписаны, сегодня ваш адрес уйдут. Про сформированные земельные участки. В текущий момент у нас окончательно сформированы земельные участки в поселке Чудман, в селе Иемгра. И есть у нас недостроенный дом в городе Нерюнгри. Ведется работа по снятию применения одного из земельных участков с постановкой на кадастровый учет. Ожидаемый срок выполнения до июня текущего года. Работа с потенциальными застройщиками, еще торги на земельные участки не проводились, планируется проводить их проведение в марте текущего года. У меня все. Коллеги, сколько участков сформировано сейчас? На текущий момент сформировано 8 земельных участков, из них 5 в поселке Чурман, 3 в поселке Иенка и 1, это 9-й в городе Нерюнгри, но он за применениями еще, но он большой. Так, а в Нерюнгри у нас остальные участки когда будут формироваться? Он сформирован, земельный участок, осталось снять обременение, даже 2 участка, но в 2019 году планируется завершение недостроенного 9-этажного дома, который у нас с прошлого этапа программы остался. За счет вторичного построек он у нас остался. Не, недостроенный дом понятно, но мы говорили о том, что будет 2-3 участка уже на 2019 год сформированы, чтобы те застройщики, которые не зависят от финансирования, такие есть, чтобы они могли участвовать уже сейчас и на самом деле подготавливаться и завозить материалы, строить, даже кто-то строить может начать в этом году. Мы же об этом говорим. Такие участки сформированы, они есть. Просто большой комплексный участок, который у нас под комплексную застройку квартальную, большой участок, он с небольшими обременениями. Там просто люди уже дома снесены, люди просто не написаны. Материалы находятся в суде, и по большому участку вопрос будет закрыт до конца апреля месяца.
По 2 участкам, где возможно строительство не сформированы уже сейчас на сегодняшний день, и можно объявляться. В марте месяце мы объявимся. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, дальше. Среднеколымский район. Не связи. Так, Сунтарский район. Добрый день, Кирилл Евгеньевич, уважаемые участники видеоконференц-связи. В Сунтарском районе число на заседаемой площади планируется 32 537 квадратных метров. Слышно, да? Да-да. Плохо видно, но слышно. И стоимость всего предлагаемого объема, да, вот составляет 1 282 миллиона рублей. На сегодняшний день, как вам известно, да, вот на территории Сунтарского ГУСа в процессе уже строительства застройщиком комплекса дом по адресу Октябрьская 76, дробь 2, вторая очередь в этом году. По нему проблем особых нету, но есть ряд вопросов в части второго объекта. Это сейчас прорабатывается вопрос проектирования объекта и прохождения экспертизы. А это по 72-квартирному жилому дому по Партизанскому 38. Кроме того, планируется передача на экспертизу после завершения проектной работы застройщика Северстрой по улице Советская 74/4, это на 28 квартир, общей площадью 1395 квадратных метров. Ну и еще одна такая ситуация, но в целом застройщик сами говорят, что в первую очередь успех это ООО «Доманстрой», это по адресу 30 лет Победы 2/2. Это первая очередь одноподъездного 4-этажного 15-квартирного жилого дома. По техническим присоединениям проблем нету в части выдачи со стороны ГУПа ЖКХ, иных, да, вот, частных тепло поставляющих организаций. Проблемы есть по западным электрическим сетям, это застройщики сами прорабатывают вопросы и по линии связи, телефонной линии связи. Вот. По другим наследкам, это вот я Сунтарский наследник назвал, по другим наследкам, конечно же, тоже есть существенные такие объективные проблемы, да, вот это по Ибоходе, и по земельным участкам вопросы. Но, несмотря на это, мы уже на этой неделе встретились с предприятием, которое проводит изыскание на земельных участках, и по вашему поручению все будет проработано и отработано в сроки. Готов ответить на вопрос. Здесь? Спасибо, спасибо. Так, далее. Спасибо. Татинский район. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас слышно, да? Да, добрый день. Да, Слышно? нас слышно. Сразу хочу сказать, есть, у вас были большие планы, которые вы нам показываете, но фактически из 8 земельных участков только есть 2, у которых есть договор аренды земельного участка. Соответственно, все остальные только у вас в стадии аукционов, которые вы планируете, ну вот срок даже стоит 1 февраля, видимо, что-то у вас не получилось, потом 1 марта и так далее. 1 мая. Какая сегодня ситуация? Вот ситуация по земельным участкам на данный момент по районному центру села Тайкёль сформировано 6 единиц земельных участков, а по другим наследам на данный момент ведутся работы. Вот таблицы, которые по плану реализации программы, которые мы обозначали, по срокам будут выполнены, сформированы земельные участки. По программе по району у нас муниципальная программа утверждена, направлена в течение, в рамках данной программы 19 453,070 квадратных метров заложенные. И это 1088 помещений и 431, вернее, помещений и жителей 1088. А так вот, если смотреть 19 этап 19 года, вот по районному центру село Тайкёль
у нас имеется 5 годовых помещений. Это организация ПК-монтажник, один дом, одна квартира из дома, введенного в 2016 году, и 4 помещения готовые из дома, введенного в 2018 году. А также вот данная организация строится 27-квартирный жилой дом. Планируем выкупить 24 жилых помещения в данной организации. Степень готовности данного дома составляет 45%. Также еще имеется 33-квартирный жилой дом, строящийся, степень готовности составляет 20%. Выкупить планируем 20 помещений. 13 помещений были выкуплены районом в рамках программы «Дети-сироты». А также вот ведется оформление земельных документов, оформление проектной документации по 61-квартирному жилому дому, также 48-квартирному жилому дому и также 24-квартирному жилому дому. Вот как раз вот застройщик нас производственного кооператива «Монтажник» Ханин Александр Михайлович у вас в зале присутствует. Если вопросы есть, можете и ему задать. Проблем по техприсоединению и электро, и по теплоснабжению у нас нет. Какие в основном новые, одна реконструирована в прошлом году. При проектировании дальних котельных мощностей заложены наши объемы по этой программе переселения. Так, хорошо, достаточно большой объем вы озвучили, и уже строящиеся жилые дома, это, конечно, очень хорошо. Один уточняющий вопрос. Все жилые дома, которые у вас строятся, должны иметь положительное заключение экспертизы, она имеется, так? Так? Да, у нас это дома привязаны. Вот по готовым 5 помещениям озвучила, она имеется по другим уже страны государственной администрации. Как раз вот Александр Михайлович может дать информацию. У нас эти дома 48 и 24 они проходят привязку, вот, а 27 дом и этот они у нас сейчас на экспертизе находятся. Так что уже к апрелю месяцу будет экспертиза. Вот. Но у меня еще один вопрос. Квадратный метр как будет формироваться? Согласно ценообразованию, квадратный метр там формируется не так, как положено. Там и нет, у нас это для города все это сделано. А у нас в сельской местности канализационный сборник, вертикальная планировка совсем другая, не можно привязать к одной этому дому даже, в одной местности. Так, тепловые сети разные, техприсоединение совсем другое, перебазировка техники, перевозка людей. Это все же надо учитывать, а у нас в этой цене не учитывается ничего. Вот этот вопрос надо проработать. Я так считаю. Ну, я хочу сказать, что, я думаю, вы не совсем корректно говорите о том, что в стоимости квадратного метра ничего не учтено. На самом деле не так. Та стоимость квадратного метра, она учитывала многие показатели. Технологическое присоединение однозначно там было, подготовка территории там тоже были затраты понесены, в том числе даже были затраты на подготовку земельных участков, на оформление земельных документов. Вопрос в другом, что от рыночной стоимости, конечно, было отличие, но тем не менее здесь речь шла о том, что практически, скажем так, комплексно приобретались эти жилые помещения в жилых домах, то есть не по одной квартире, а там 10, 20 или большего количества. На сегодняшний день мы расширили перечень проектов, на основании которых была рассчитана предварительная стоимость квадратного метра с учетом отдаленности районов, транспортной схемы и так далее. Поэтому стоимость квадратного метра, она уже иная, гораздо выше, чем была ранее. Но здесь у нас мы должны понимать, что на уровне Российской Федерации устанавливается тоже стоимость квадратного метра. Вся разница, которая коммерческая или рыночная стоимость на территории субъекта, она потом доплачивается или идет за счет бюджета региона. Но, тем не менее, этот вопрос о том, что при расчете финансирования должны учитывать именно рыночную стоимость, этот вопрос с Минстроем России, с фондом он отрабатывался, и вот в конечном итоге они говорят, что должна быть определенная корректировка должна произойти. Вот то, что касается стоимости. Коллеги, по стоимости могу сказать,
ну, скажем, комментарии Минстрою России, когда мы им такой вопрос задаем, что мы хотим скорректировать, повысить, привести в соответствие, там, как-то учесть удаленность и так далее. Они говорят: коллеги, вы нам предоставляли информацию по стоимости, исходя из рыночной стоимости, заявленной застройщиками. Если застройщик занижает рыночную стоимость, то соответствующей будет и планка по вот этой вот цифре. Поэтому здесь они не могут выйти за рамки. На самом деле то, что мы заявляли, действительно мы получили планку, в принципе, в этой программе достаточно серьезную и достаточно комфортную. Вот. Но вопрос в том, что на некоторых территориях у нас действительно сложное инженерное подведение, которое в эту цену не всегда умещается. В этом случае мы, на самом деле, вот я в конце нашей встречи сообщу, вчера был семинар как раз в фонде ЖКХ, там не только фонд проводил, присутствовал министр строительства Российской Федерации Якушев Владимир Владимирович, и фонд ЖКХ, и Напсовет фонда ЖКХ. И как раз этот вопрос я там ставил, что у нас ряд территорий действительно с точки зрения инфраструктуры очень сложно. Нет там даже базовых каких-то условий для того, чтобы приземлить туда какую бы то ни было цену. Там даже и не 70, и не 80 тысяч рублей не пройдет, если не сделать инфраструктуру. И мы договорились, что мы на этот год подаем заявку опять на ряд систем. В этом году у них программа будет по теплу, это теплосети, котельные, и по очистным сооружениям. Вот. Но мы также заявились, и не только в фонде ЖКХ, а еще и в программе комплексного развития Дальнего Востока, что нам где-то около 2 миллиардов рублей будет требоваться на инженерку плюс к той стоимости, которую мы поставили за метр. Поэтому прошу здесь вот этот фактор учитывать, и в тех территориях, где действительно критично невозможно построить там за эти средства, вот эти территории должны нам заявиться, мы будем их в адресном порядке включать в программу, стараться включать в программу по развитию и по подведению инженерной инфраструктуры. Дальше. Дальше Волноваский район. По данной программе у нас по этапу 2019 года планируется переселить 2361 квадратных метров аварийного жилья. Из них 1600 планируют у застройщиков и 1090 квадратов это вторичного рынка. В принципе, из 22 земельных участков в целом по программе 21 земельных участков сформирован и один на стадии оформления. Соглашение тоже подписано и направлено. На этом все кратко. Вопросы есть у вас? Нет? Так, хорошо, Алданский район. Нет? Они красиво видят, кроме загадки. Так, ясно. Алданский район у нас слышит, да, и видит, да, но обратную связь дать не может. Ну, воспользуясь этой ситуацией, скажу, что, коллеги, в пятницу был у вас достаточно такой, скажем, расширенный состав во главе с Айсеном Сергеевичем Николаевым, да, в пятницу. С главой республики была делегация целая, и в том числе один из таких, полдня мы с вами обсуждали вопросы переселения. Но сегодня с удивлением узнаю, что у нас с вами не подписано еще соглашение, вот, и очевидно у нас отсутствует информация для региональной адресной программы. Но все-таки, учитывая такой подход к вам индивидуальным в пятницу, столько времени уделили, но как-то вот можно же было все-таки за выходные доработать эту всю ситуацию, и неделя вся была рабочая. Представить, у нас завтра действительно крайний срок. Не хотелось бы видеть вас в отстающих, учитывая, что визит был нанесен именно в ваш район, и именно в вашем районе мы
прошлись по всем вопросам застройщиков, по всей программе, и будет, я думаю, сегодня или завтра уже подписан протокол, в соответствии с решениями которых мы будем информировать все остальные районы и взаимодействие выстраивать. Как у вас с этим? Связь появилась у вас, может быть, уже? Нет, не могут. Слышно нас? О, связь появилась. Слышно, конечно. Добрый день, уважаемый Кирилл Евгеньевич, уважаемые участники совещания. Договор у нас с правительством, с нашей стороны мы подписали и отправили уже на уровень Министерства строительства. Что касается адресной программы, она также в Алданском районе разработана и отправлена в Минстрой. На 2019 год, мы заявку сделали на 849 миллионов рублей или 10,5 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день готовы к заселению 47 квартир в городе Тамут на общую площадь 2347 квадратных метров. Также мы определили и отправили в Министерство строительства среднюю стоимость квадрата по муниципальному образованию Тамут, Алдан, Куранак и Ленинский. На сегодняшний день сформированы участки, 6 участков сформированы в городе Алдан, 7 в Ленинском, 6 в Куранахе и 20 в Тамоте. Вот. Сколько? 20? Да, по Тамуту 20. По Тамуту 20. Вот, если касается по кому как переселяться будем, то из 10,5 тысяч собственников на 6300, получается, переселяем. В том числе, согласно 3151 квадратный метр, в том числе, согласно жилые помещения по договору Меды в пределах населенного пункта 2518 квадратных метров, и в том числе, согласно переселению другого муниципального образования 629 квадратных метров. И нанимателей получается 6 тысяч собственников и 4200 это наниматели жилых помещений. В общем, такая вот у нас информация. Сергей Николаевич, спасибо. Доклад на самом деле предельно четкий, понятный, исчерпывающий. Вопрос только, документы у нас Минстроем получены, По информации по земельным участкам, вот у меня она, конечно, иная. Сейчас я не знаю, Игорь Васильевич может что-то добавить. Поэтому давайте мы уже в рабочем порядке доработаем, потому что у меня здесь гораздо меньше, значительно отличается от того, что вы говорите. Хорошо, давайте да, в рабочем порядке сегодня до конца дня отработаем, чтобы завтра мы смогли податься. Если все есть, ну, поставим вас в пример в очередной раз. Вот, надеюсь, что все так и будет. Спасибо. Так, хорошо, далее. Амгинский район, пожалуйста. Добрый день, Кирилл Евгеньевич, участники совещания, докладывает глава ГУСа Николай Пешев. Все данные по управлению жилого фонда внесены в систему АИС реформы ЖКХ. Министерство строительства было направлено реестр аварийных многоквартирных домов по Амгинскому УСу. Признание аварийных, которых было осуществлено до 1 января 2017 года. Общая площадь жилых помещений составила 13 151,3 квадратных метра. Это 31 единица многоквартирных домов, 273 жилых помещения, 676 квадратных. Из них многоквартирных домов по наследам это в Амге 24, по площади 10 615,8 квадратных метров, в Бетюне 3, по площади 889,4 квадратных метров, в Самарсуне 1, по площади 616 квадратных метров, Чарчунган 3, 869,7 и в Мисах 1, 160 квадратных метров. В данное время разработан проект муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 года. У двух предполагаемых подрядчиков это ООО «Нетстрой» и ООО «Технострой» 2 оформлены земельные участки в селе Амга по улице Ленина 31/2 и Ленина 63. Подготавливается проектная документация на МКД и сбор необходимых на выдачу разрешительных документов. Заканчивается ввод данных в систему АИС реформа ЖКХ по определению тарифа на
права собственности на жилые помещения, также обновление данных по статусу малоимущих семей. Подписанное соглашение с дирекцией по строительству жилья отправлено на арест. Доклад закончил. Так, ну вот смотрите, фактически у вас пока ни один договор аренды земельного участка не заключен, я правильно понимаю? То есть у вас только предположение. Так, то есть земельные участки сформировали, но пока еще аукцион не состоялся, так? Ну, нужно уточниться, потому что вот по данным, которые вы представляете, по тому количеству квартир, которые вы хотите расселить, 91 квартира, пожалуйста, уточните по показателям по своим. Хорошо? Хорошо. Угу. Так, у вас вопросы есть какие-то по технологическому присоединению? Или нет? Нет пока. Все хорошо, нет, да? Ясно. Спасибо. Ленский район, пожалуйста. Да? Они нас тоже слышат? Да. Ответить не могут. Ну, также уточниться необходимо по показателям по своим и по готовности по дальнейшему формированию земельных участков, потому что у них тоже очень большие объемы, а фактически то, что предложено для рассмотрения объемы гораздо ниже. Поэтому здесь тоже нужно ускориться. Какие застройщики будут там принимать участие, один или два, то есть пока непонятно. Так, Горный район, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Лев Евгеньевич и уважаемые участники совещаний. Докладывает заместитель главы Горного района Стружкова Василий Никитич. У нас по программе переселения планируется расселить из 91 жилых помещений общей площадью 19 542 квадратных метров. Из них в районном центре 72 жилых помещений общей площадью 16 354 квадратных метров. Мы подготовили два квартальные застройки. Готовим. Это квартал Сергеля и квартал номер 21 в микрорайоне МСО. В квартале Сергеля мы сформировали 4 участка. И в данный момент на этих участках сейчас объявлен аукцион. Планируется 20 марта завершение аукционов и 30 марта планируется подписание контракта. Так, мы направляли заявку в Минстрой, это по этапу 2019 года порядка 8900 квадратных метров расселить, по этапу 2020 года 7360 квадратных метров. У нас как планируется проведение 21 игр в Манчаре, и мы хотим синхронизировать программу переселения и проведение игр в Манчаре в рамках программы переселения. Мы хотим улучшить облик центра района и тем самым снести те дома, которые находятся вблизи спортивного объекта, строится, и тем самым мы хотим там обеспечить стояночные места. Также хотим в рамках программы переселения построить дома для размещения участников, если такая возможность есть. Так, вкратце. Я уточнить хотела. У нас будет сформирован один большой земельный участок, где была привязка сразу нескольких жилых домов, то, что занимается государственный заказчик. Вы сейчас говорите про аукцион. Это еще дополнительная какая-то? Нет. По земельному участку, это квартал номер 21, и
сейчас идет проектные работы. Там уже вот сегодня будет выездное совещание. Но там мы должны вот 7 участков сформировать. Ну, давайте не уточните, потому что государственным казенным учреждениям земельный участок предоставляется немного по другой схеме, то есть не в форме аукциона. Да, если вы говорите про строительно-монтажные работы, то это уже следующий этап. Следующий этап, да. Но в этапе 2019 года мы уже с потенциальным застройщиком отрабатываем, просто они сейчас ведут проектно-искательские работы, уже начали вот по участку квартала Сапеля, там ну, аукцион объявили, вот 20 марта будет уже известно. Так, коллеги, большое спасибо. Скажите, у застройщиков, участников рынка есть какие-то вопросы, которые сейчас обсудить вот в таком расширенном составе хотели бы? Пожалуйста. Капитан Колодезников. Значит, у меня предложение такое, да? Если можно к микрофону, потому что иначе всем остальным. Вот у меня предложение такое. Значит, если миллион мы должны сдать до 24 года, да? То есть до 24 года, это значит, надо разработать массу проектной документации. А в основном это все, если каждый заказчик будет разрабатывать эти блок-секции или дома, это будет каждый дом индивидуально. Это просто затянет проектирование. И, значит, поэтому я предлагаю Министерству строительства как-то это взять под контроль, унифицировать. Ну, не может ли каждый заказчик проектировать индивидуальные дома? И я не думаю, что у нас сейчас проектные подразделения настолько сильны, чтобы осилить этот огромный объем. Второй момент. Значит, у меня есть такой вопрос. Справится ли у нас экспертиза с такой, ну, значит, с таким малым проектных работ? Это примерно, наверное, будет от 200 до 350 домов, потому что дома маленькой площади, там где-то от 600 квадратов до 1500, это получается в день надо, экспертиза должна перелопачивать один проект в течение года, в течение 3 лет примерно. И второй момент, сейчас мы уже прорабатываем по НАМСам, мы столкнулись с каким моментом, что заказчик, во-первых, он не может определиться, какие дома переселять. И получается, в некоторых моментах, вот, допустим, мы уже несколько вариантов проработали, и бесконечный, ну, заказчик меняет свою стратегию, и последнее предложение у него, значит, запроектировать дом полностью из однокомнатных, и там, значит, от 25 до 28 квадратных метров. Естественно, это застройщику невыгодно, когда, допустим, дом состоит из однокомнатных квартир 25-28 квадратных метров. Это больше стен, больше штукатурки, больше сантехники и так далее. Да. Вот, мне кажется, вот как-то Министерство строительства вот эту работу надо объединить и скоординировать. Спасибо за вопрос. Спасибо. То, что касается экспертизы, мы, сейчас я по экспертизе отвечу, мы разговаривали, отрабатывали этот вопрос нашей госэкспертизы, сказали, волнений по этому поводу быть не должно, у них есть возможность заключать дополнительные соглашения или заключать другие договоры с другими экспертами, поэтому в этой части опасений никаких не должно быть. Здесь еще не только вопрос в экспертизе, а в качестве той проектной документации, которая будет им представлена. Поэтому здесь и нашим проектным организациям тоже нужно более качественно разрабатывать проектную документацию. Что по поводу унификации? Уважаемый Кирилл Евгеньевич, уважаемые... Сейчас еще коротенький ремарочку по первому вопросу. По поводу унификации. Действительно, вопрос на самом деле очень важный. Во-первых, это экономит в рамках огромной программы переселения огромное количество средств.
но самое главное времени и действительно возможности как проектных организаций, так и экспертизы процессировать вот эти все проекты. Поэтому я тоже предлагаю на эту тему Минстрою какие-то предложения сформировать. Я думаю, что это может выглядеть как некий там каталог унифицированных типовых проектов, потому что есть проекты, которые уже мы в социалке так применяем, привязываем, то, что называется, какие-то проекты на местности. Вот. Я думаю, что в плане жилищного строительства это делать, по идее, еще проще. Вот. Пускай этих проектов типовых будет 50 там, или сколько нужно в этом каталоге. Надо понять по правам, да, то есть кто, какие права там проектной организации, кому проекты принадлежат. Но я думаю, что если мы вот так вот обменяемся и сделаем такой каталог, это будет всем намного проще. Потому что понятно, что никто особо там, зарабатывать на проектах сейчас не будет, потому что действительно вал проектной работы и так. Просто и проектные организации запрягнутся в этой деятельности. Вот. Я думаю, что в рамках таких вот действительно больших объемов строительства такой подход был бы, наверное, правильный. И надо попытаться проработать его юридически и технически, чтобы был, по крайней мере, кто-то может сам проектировать, но всегда будут, например, там несколько десятков вариантов, которые можно попытаться приземлить и таким образом поступить. Ну, в эту работу. Я сейчас поясню. У нас на сегодняшний день законодательство позволяет любой проект, который построен, в том числе проект жилого дома, многоквартирного, включить в реестр повторного применения. Вот в том случае, если этот проект будет включен, соответственно, любые другие застройщики могут использовать эти проекты и осуществлять их привязку. Я так понимаю, речь идет о чем? О том, чтобы Минстрой разработал сам индивидуально какой-то проект и потом его использовать. Дело в том, что мы этого сделать не сможем. Мы сможем только в том случае, если у нас, ну, предположим, если будет осуществляться строительство через службу государственного заказчика, то в этом случае, да, конечно, будет разработана проектная документация. Во всех других случаях идет приобретение квартир, соответственно, застройщик разрабатывает проектную документацию, помещение потом приобретается, но этот проект через муниципальное образование, либо через министерство, либо через управление архитектуры, он может быть включен в реестр повторного применения, проектов повторного применения, соответственно, далее использоваться для строительства. Да, коллеги, я думаю, вот по этому пути нам и следует с вами пойти, используя реестр повторного применения. Я думаю, что из-за этого капитала имел в виду именно это, чтобы создать такую базу, чтобы можно было пользоваться, в том числе те проекты, которые СГЗ делал, и мы готовы первыми это выложить в такой реестр для повторного использования всеми участниками. Спасибо. Да, пожалуйста. Я Стройком, директор строительной компании Стройком Павлович Иванович. Я добавлю к этому вопросу, я не соглашусь с Галиной Геннадьевной в том плане. Есть, конечно, проекты готовые, да? Но, допустим, где вы сказали СГЗ ветхом жильем раньше не занимался. Те проекты, которые есть сегодня существующие, которые прошли экспертизу повторного применения, по ветхому программам многие не соответствуют по параметрам. Да? Потому что есть только эта проблема. Одна проблема сегодняшний день, Кирилл Евгеньевич, проблема нашей республики, проектных институтов у нас совсем мало стало. И если они есть, они сами не успевают. Проекты наши сейчас мы заказываем, их делают годами. Сегодня нет нормальных проектных институтов. Это тоже один из вопросов. Поэтому может в каком-нибудь государственном уровне создать одну проектную организацию. Да? На базе, может, дирекции собственно начинать какую-то. Потом у меня вопрос. Елена Геннадьевна, вы говорили в начале совещания, должна быть обязательно государственная экспертиза. Где это написано? В законе Российской Федерации написано экспертиза должна быть. А не написано государственная экспертиза. А государственная экспертиза, наша экспертиза, вот предыдущий товарищ, он не успеет этого делать. Поэтому вы в этом вопросе тоже уточнитесь, да, пожалуйста. Я сразу могу ответить, потому что вы читаете один только как бы а там дальше есть, говорится о чем? О том, что в том случае, если объекты финансируются за счет бюджетных средств,
то должна быть государственная экспертиза. Причем это распространяется сейчас на все объекты, независимо от ее этажности. Будет еще распространяться и на объекты, которые с массовым скоплением людей. По ним еще четкого определения, то, что Минстрою поручено, еще пока нет, но на эти объекты, это имеется в виду и объекты малоэтажные, тоже распространяется государственная экспертиза. Это так. Это будет только одна из проблем у нас, потому что одна государственная экспертиза, но если будем докатывать в Москве или где-нибудь там, на Хабаровске... Я думаю, не нужно думать про эту проблему, то, что касается нашей государственной экспертизы. Пока на сегодняшний день такой проблемы еще нет. Еще раз я говорю, мы специально задавали вопрос, совещались с нашей государственной экспертизой, она говорит, опасений в этой части быть не должно. У меня еще одно предложение, да? Я вот хочу это самое какое. Я недавно был в своем родном вузе, Албийском вузе. Я знаю, проблема это не только Албийского вуза, много дальних, доступных вузов, мелких вузов даже, есть такая проблема, нет там специалистов по строительству, то нас это самое. Нету, значит, это самое, как бы, готовности. Вот, у них очень проблема вот в сегодняшний день, наверное, все арктического вуза, северного, да, земли до сих пор. Я знаю, насколько сегодня ни одна вуза не предоставила. Среднеколымск, говорят, несколько участков предоставилось. Да? Поэтому вот эта часть, да, вот я бы Евгеньевича попросил бы вас это самое, их взять под государственный дело. Тем более, когда после программы, первичной программы, вот, строительство северного вуза вообще не было. Сейчас в этой программе большое там, это самое количество визов. Поэтому, чтобы подвести это дело, да, им помочь взять под государственный труд. Заказчик, дирекция, созданная как бы, и знает эту проблему, знает это, знает. Да, вот это подумайте. Я отвечу. То, что касается проблем с формированием земельных участков, то, что касается вопросов технологического присоединения, вы совершенно правильно говорите, что есть такие проблемы, поэтому совместно с Министерством имущественных земельных отношений и совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства им даны соответствующие поручения Кириллу Евгеньевичу для того, чтобы они всем муниципальным образованиям оказали помощь и поддержку в части, то, что касается земельных участков, в части помощи формирования, постановки на кадастровый учет и так далее, и в части технологического присоединения. По тем муниципальным образованиям, в которых нет специалистов, соответственно, или нет там отделов строительства и так далее, в этом случае со службой государственного заказчика будет заключаться договор на исполнение функций технического заказчика. Ура, Кирилл Евгеньевич, я вот поддерживаю вашу вот эту мысль, да, ваше вот это желание, что вот именно, особенно вот я тоже вот скажу, как это самый представитель Северного вуза, где это я много лет строил, знаю эту проблему, знаю эти, вот там по техлесу, да, по инженерной структуре, то есть, да, котельные, в основном теплосети, тепловые сети, сети водопроводные, там в ужасном состоянии. И вот они те условия пишут, значит, реконструкции тепловых сетей 500 метров. А это квадратный метр же, как Галина Геннадьевна говорит, включено 500 метров. Я знаю, сколько я разговаривал, когда мы участвовали в программе 13-17 года, я непосредственно Сизин, да, его, с ним разговаривал, он говорит, 32 метра от объекта дорогого. А вы говорите публично. Ну, уже нет. Ну, вы же говорите про прошлую программу. Мы сейчас уже пересмотрели совместно с нашим региональным центром ценообразования, уже пересмотрели с учетом тех нюансов, про которые вы говорите, с учетом транспортных систем. Уже стоимость квадратного метра, она будет гораздо выше. И по стоимости квадратного метра, да, вот те, которые вы сейчас подготовили, да, допустим, как бы, Галина Геннадьевна, квадратный метр пусть меряет одна стоимость, а в Луиском вузе одинаково. Там на 300 рублей разница. До Уснери 1000 километров, до Белой горы
1800 километров. Можно такое еще? Предварительно, Никак не можно такое. предварительно могу сказать, плюс стоимость каменного строительства или там монолит у нас получался, да, 110 тысяч квадратных метров, Алайковский 114, Алданский 71 тысяча, ну я без нюансов говорю, да. Анабарский национальный еще гораздо выше, Булунский 91. Это новое, что вы говорите, да? Но я же вот говорю то, что мы с учетом тех транспортных тех вопросов, которые вы озвучили. Месяц назад нам показывали другие цифры. Ну, поэтому я же Вот мы же работаем, мы же обратную связь получаем от вас. Спасибо. Некоторые проблемы и вопросы уже на самом деле решены. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Во-первых, вот все говорят, что метр к метру, правильно? Нет переселения. Да. И если вы говорите типовой, какой типовой получится, если метр к метру? Вот в Татье квартира 95 метров и квартира 21 метр. Какой типовой такой будет? Таких типовых проектов вообще нет. Надо же подходить